Инта готовится к масштабному этнофестивалю под названием «Шонди Кыдж», который впервые проводится в этом году при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. Организаторы мероприятия обещают насыщенную культурно-развлекательную и спортивную программу с национальными состязаниями, огромное количество мастер-классов, конкурсов и подарков. Народные гуляния будут проходить 2 дня – 21 и 22 марта. В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия, в рамках которой специалисты городской администрации, Центра национальных культур и отдела спорта, задействованные в организации этнофестиваля «Шонди Кыдж», ответили на вопросы горожан, желающих принять участие во всевозможных мастер-классах и оленеводческих играх. Праздник оленеводов – наш традиционный брендовый праздник, который проводится уже с 1997 года. Да? Он проводится раз в 2 года. Вот. И на этом празднике, на празднике оленеводов, обычные жители, обычные интинцы нам, организаторам, часто задавали такие вопросы. Почему в зимних оленеводческих играх участвуют только оленеводы, имеют право участвовать те, которые работают в оленеводческих хозяйствах. Многие хотели тоже попробовать себя в этих национальных видах спорта. Поэтому в этом году, так как праздник оленевода в этом году у нас не запланирован, он будет на следующий год, вот весь оргкомитет, огромный оргкомитет придумал такой праздник, который называется «Шонди Кыдж» – «Солнечный круг», и он будет посвящен именно всем традициям оленеводов. И в этом фестивале, это этнофестиваль, смогут принять участие обычные жители, обычные интинцы. Поэтому праздник будет проходить 2 дня, 21 и 22 марта, также в дни весеннего равноденствия. И праздник будет, не праздник, фестиваль на площади Ленина. Первый день – это мастер-классы, о которых Наталья Васильевна подробнее все расскажет. На мастер-классах молодежь, обычные граждане, те, которые хотят, смогут поучиться, будут иметь возможность научиться и национальным видам спорта, да, поучаствовать, и в ремесленных занятиях оленеводов. Вот. А второй день – это уже огромное мероприятие на площади Ленина, где уже будут соревновательные моменты, о которых расскажет Ольга Александровна очень подробно. Зимние оленеводческие игры, с какого возраста, какие зимние оленеводческие игры будут. И уже каждый сможет получить свой приз, поучаствовать и получить приз. В пятницу 21 марта в учреждениях образования, культуры и спорта пройдут всевозможные мастер-классы. В детской библиотеке состоится показ кукольного спектакля «Как Йен и Омаль мир сотворили». В 18 часов всех интинцев и гостей города приглашают во Дворец культуры и техники на концертную программу «Шонет Рыд». 22 марта грандиозная программа запланирована на площади Ленина. Так как на фестивале у нас приурочен к малочисленным народам Севера, коренным малочисленным народам Севера, к традициям оленеводов, то мы мастер-классы будем проводить именно по работе оленеводов, именно по коми-традициям. То есть во французской гимназии мастер-класс будет по плетению коми-пояса. В русской гимназии номер 3 будет «Северная берегиня». В 8-й школе у нас будет мастер-класс по плетению пряжи, а в Центре национальных культур мастер-класс будет проходить по выделке камоса. То есть могут горожане подойти в Центр национальных культур, посмотреть, как выделывается камос. В школах, конечно, эти мастер-классы будут проходить только для школьников с 12 до 15 часов, а в Центр национальных культур мы приглашаем всех желающих, которые хотят научиться выделывать камос. Но также разослали мы положение в Ямало-Ненецкий автономный округ, в Ненецкий автономный округ, в Ханты-Мансийский автономный округ. Пригласили пока вот до 10 марта мы принимаем заявки. Может, оттуда мастера приедут со своими работами, и тогда все они будут уже располагаться в Центре национальных культур, куда наши горожане смогут подойти и посмотреть, научиться чему и что их интересует. Это по мастер-классам. Второй день на площади у нас будет работать чум. Мы будем устанавливать его в 9 утра, где все интинцы, желающие, могут прийти к нам в 9 утра, помочь нам установить этот чум, заснять онлайн чум, то есть принять участие
в установке ЧУМа, посмотреть вообще, как это делается и как строится жилище наших оленеводов. Дальше будут работать подворья сельские. Каждый бывший житель из села Петруня, Бисер, Пияка, Деловом, Косево могут подойти в свое подворье, увидеться с односельчанами, поговорить, попить чайку. Будут у всех самовары стоять, будем чаем угощать всех жителей Инты, и односельчан они будут угощать. Ну и также у нас будут ростовые куклы, с которыми можно будет сфотографироваться. Также у нас будут различные фотозоны, ну и участие сельских творческих коллективов на площадке, на сцене, выступления сельских творческих коллективов. В рамках праздничного этнофестиваля все жители и гости Приполярья смогут посостязаться в национальных оленеводческих играх. Для победителей и призеров предусмотрены призы. Прежде всего, в целях сохранения местных национальных традиций коренных народов Севера, вот в рамках этого этнофестиваля у нас пройдут зимние оленеводческие игры, которые будут предусматривать соревнования по 4 видам спорта. Это у нас национальные виды: метание тензея на хоре, тройной национальный прыжок, прыжки через нарты и перетягивание палки. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены в возрастных группах. Это юноши и девушки от 14 до 17 лет и мужчины-юниоры, женщины-юниорки 18 лет и старше. Я не знаю, стоит подробно по каждому виду рассказывать, наверное. Хотелось бы сказать, что накануне все эти соревнования будут проходить, еще раз остановлюсь, на площади Ленина 22 марта с 11 до 12 часов. Мы приглашаем наших интинцев, всех желающих поучаствовать в этих зимних оленеводческих играх на регистрацию. Итак, с 11 до 12 на площади Ленина будет открыта регистрация. В 12:20 начнутся уже сама соревновательная программа. А накануне 21 числа в спортивной школе «Юность» будут проходить мастер-классы. Сначала это будут мастер-классы для первой возрастной категории 14-17 лет. А затем все взрослое население 18 и старше также может прийти в спортивную школу «Юность» 21 числа с 15 до 16 и попробовать себя в тех видах спорта, которые будут уже предложены к соревнованиям на площади Ленина. Организаторы этнофестиваля приглашают горожан принять участие в этом колоритном и по-настоящему весеннем празднике. Впечатления от Шонди Кыч, как и от Дня оленевода, точно останутся на всю жизнь.